Здравствуйте, дорогие друзья! Как мы видим, температура +1, и наконец-то в наши северные края пришла весна. Уже второй день плюсовая температура. Идет дождь. Это вот после последней рыбалки, после крайней рыбалки, что мы ездили с Саньками. Да еще там Вовчик был. Потом все это вы скоро увидите, потому что времени на монтаж совершенно не хватает. Но я сегодня не стал сидеть дома и монтировать ролики, потому что, во-первых, вот этого шалопая надо отпустить, чтобы погулял. Выгулять собачку надо. Да, Туман, скажи, мы тоже гулять хотим, да, Золотой? Да, Туманчик? Вот, чтобы Туманчик погулял. Ну и самому развеяться, посмотреть мальков, которых я давно уже не проверял. Помните, я закидывал прозрачную банку, я же так и с тех пор ее не проверял. Как закинул, так и есть. Сейчас попробую отдолбить ее, как она замерзла, нет. Вот, возьму мальков, кину в тюрьму. Ну и попробую пробно немножко зарядить продольники. Гляну те продольники, которые я заряжал на ершей. Ну и скоро надо готовиться будет к весенней рыбалке на продольнике. Скоро дороги рухнут, если не похолодает. И рыбалка на лесных речках, ну, будет, ну как вам сказать, убийственно для техники, в первую очередь. Дороги чистятся у нас плохо, ехать далеко. А с прицепом гонять туда-сюда, это просто я машину разобил в хлам. Будем ездить сюда поблизости, на Печору. Так что надо делать фундамент будущей рыбалки, надо подготавливаться. Ну что, базарить впустую. Поехали. Вон, как мы видим, рыбаки уже, то есть не уже, а вот давно уже рыбачат. С утра, небось, пришли. Ну вот, друзья, и наша палочка, где стоит ловушка на мальков, на гальянов. Туманчик резвится, бегать ему тяжело. Снег не очень-то и глубокий, но он уже растаял, он уже липкий получается. Сейчас посмотрим. Здесь, как я поставил, так и не смотрел ее. Прошло больше месяца по-любому. Лунка была засыпана. Сейчас заодно посмотрим, как она промерзла. Морозы были крепкие. Но лунка была засыпана. Короче, смотрим. Я так думаю, она не должна была замерзнуть, так как я ее засыпал сразу. Видно? Видно. Лунку засыпать не буду. Ловушку, скорее всего, я подниму, так как здесь скоро, если не будет больше морозов, а будет потепление, наступит весна, то здесь от реки Мылва все промоет. Будет опасно ходить. Будет опасно. Так, ну что, смотрим. Так, не помню, с какой стороны майна-то была у меня. Ладно, на всякий случай здесь тоже откопаю. Не помню, с какой стороны ложил. Даже, может быть, она и здесь. Может быть, а скорее всего, она здесь есть. Так, ну что, смотрим. О, точно. Как мы видим, майна не замерзла. Под толстым слоем снега не страшны никакие морозы. Майна немножко прихватила корочкой льда, и все. Снег — это тепло. Вот так и на лесных речках, где сугробы снега возле деревьев упавших, там и опасность. Там и проваливаться можно. Сильно раздалбливать не будем, потому что засыпем ее обратно. Может быть, она еще пригодится.
Ловушку-то я, конечно, подниму, чтобы сохранить ее, потому что сейчас весна, народу будет много. А так, если майна будет готова, прийти и, допустим, закинуть на ночь, если закончатся живцы. А вон, лед еще и двухслойный, вон, видите, один слой верхний убрал, там еще второй слой. Так что вот как-то вот так. Если засыпать лунку, про долбежку можно забыть. Так, ну что, сполоснем ведерочко. Я-то знаю, что малявка туда заходила, потому что я тогда закинул, проверил через пару часов. Штук 50 было. Уже зашли. Правда, я не мог это вам показать, потому что запись именно почему-то не получилось тогда. С Валерой мы ходили на рыбалку. Здесь вот я обурил все до середины. Лунок 20, наверное, если больше. Поклевок не нашел. Рыба не клевала. И потом мы взяли малявок и пошли к своим продольникам. Так, хорош. Иначе тяжело внести будет. Ну что, смотрим. Смотрим. Сколько наших голянчиков туда влетело. Бутылка грязная стала вся. Что-то есть. Ну, конечно, они уже больше вышли, конечно, уже обратно. Но все-таки не упустил. Опа, на это что за чудище? Вон, друзья, смотрите, кто залез. Андрюха Новиков, смотри. Это твои любимые черви, походу. Как они называются, которых ты искал, там плавал, купался за ними. Я в детстве очень их сильно боялся. Но теперь, глядя на тебя, я понял, что они кусаются, и понял, что на них клюет рыба. Рыбаки говорят, пошел язь, так что вот этого вьюна, или как там его, я тоже насажу. И попробуем поймать на него язя. Как-то вот так. Снимаем ловушку, сполоснем ее и палку обязательно кинем, чтобы отметить, что здесь есть майна, чтобы никто не провалился сюда. И поедем к своим продольникам. Сейчас сполоснем. Вон еще трубочка, в этой трубочке ручейник. Тоже хорошая наживка, как бы. Ну и все, здесь старый комбикорм. Живцов у нас где-то около 15-20 штук мальков осталось. Я вам повторюсь, за полчаса тогда влетело около 50 штук, а больше месяца около 20 это осталось. Остальные все вышли обратно. Но ничего страшного. Пока включаемся на продольниках. Ну вот, мы и на месте. Добираться, конечно, тяжело. Без лыж никак. Если раньше мы по тропинке было легко и просто, теперь снегу выпало очень много. Под снегом вода. Сразу проваливаешься по самое никуда. Ну и невозможно практически ходить пешком. Сейчас вот пока сильно не потеплеет, пока весь этот снег не растает и потом не ударят заморозки, ходить можно только на лыжах. Вот такие лыжи у меня есть короткие, с камуса. Очень древние уже. Они раньше были длинные, потом их укоротили. Пользуюсь ими уже очень много лет. В машине они валяются, по надобности одеваю. С собой таскаю на рыбалке, в корыте. Вот они вот в это прямо корыто вот лезали, даже когда еще катался на ёршике. Привязываешь, и очень удобно, очень хорошо. По крайней мере, в случае с чего всегда уже выйдешь. Ну а теперь мы приготавливаем сейчас вот эти палки, которые насадил в прошлый раз на ершей. Помните, я ловил ершей, потом ходил насаживать их на палки. И вот у меня приготовил несколько продольников. Продольнички у меня тут вот здесь.
покрупнее крючки немного. Здесь старые, лет, наверное, 7, 8, 10, некоторые уже назад делал. Продольнички несколько. Взял червей. Как видите, сегодня тепло, ветра нету. Мне даже жарко, я уже весь потел. Раздетый практически, без рукавиц. Вот теперь, пока тепло и благоприятно, насаживать на червей. Попробую насадить несколько продольников на червей. Ну и потом, ближе к вечеру, посмотрю, что попало, не попало. Исходя из этого, буду решать уже, снимать их или оставить. Но как-то вот так. Ну а пока готовлю лунки и потом засниму. Если что попало, что не попало, вы это увидите. Так, первая палка. Смотрим. О! Пусто. Пустые ерши живые. Это о чем говорит? Это о том говорит, что сезон налима уже закончился. Если сколько прошло уже, больше недели, и их никто не взял, то навряд ли кто-то уже возьмет. Поехали дальше. Так. Почистили еще палочку. Что-то тут все запутано. Что-то походу было да всплыло. Один ёршик дохлый, второго съели. У меня же мальки есть. Сейчас насадим на мальков. Что у нас здесь? У нас здесь банка. Шевельнуло сначала, сердце ёкнуло. Чё, Туман? Хорошо тебе бегаешь? Ну-ка, возле банки. Прибежала, что-то нет. Какая-то натяжка присутствует. Опа, не разливайтесь. Может быть, там даже и кто-то есть. Что-то даже и здесь есть. Опа, опа, опа. Опа. Ха-ха-ха. Вот это да. Язь на ерша. Такого чуда я еще не видел. Попал за верхнюю губу. Болтается давно уже, но живой. Круто. Это не тебе, Туман. Это не тебе. Не тебе, мой хороший. Не-не-не-не-не, не тебе. Это не тебе. Насаживал, помню, все на ершей. Мальков у меня вообще не было. И он попал. Язь на ерша. Такого чуда я еще не видел. Ерши не крупные, правда, были, но вот. Значит, я здесь есть. Если я насажу на мальков, то вполне возможно, что язь попадется. Чего-чего, а на ерше я язе еще не ловил. Так. Ну, раз так. Сейчас нет, сюда нет. Это крючок туповатый уже. Вон, даже маленький окунек влез. Вот тебя мы тоже сейчас туда насадим. Если на ершей клюет, то почему бы на окуньков не клюнуть? Так, ерши не помню, куда я, в какую ловушку, какой садок положил. Вон малек покрупнее здесь, на большой крючок. Меня попросили не называть ту банку, где я храню живцов, тюрьмой. Так что я теперь это так не буду называть. Теперь я это буду называть садком. Исправляемся. Все правильно. Пишите в комментариях. Говорите, что кому не нравится. Будем исправляться. Так, ну а мальков мы высыпаем дополнительно в наше ведро. Сейчас отсюда с комбикормом грязную воду высыпем. Иди отсюда, иди отсюда. Иди отсюда, иди отсюда. Так, вот это мы сейчас все высыпаем. Пошел вон отсюда. Пошел вон отсюда. Туман нельзя.
Тепло, хорошо, можно не бояться, что что-либо замерзнет. И тогда будем сегодня насаживать на мальков. Так, все высыпаем. Высыпаем все, если что останется, потом сюда. Так, и этих сюда. Этих тоже сюда. Живцов. Вьюна я обязательно насажу на острый крючок. Это туповатый уже крючок. Крючки за один сезон вступились. Были острые-острые, очень острые. Я, помните, их расхваливал. Так они вон за один сезон. Что у некоторых вообще бородка исчезла. Некоторые просто ступились. Так что Китай это и есть Китай. Все одноразовое. Так. Мальки. Время налима уже прошло. Так что на ершей... Нет, на ершей, конечно, я насажу. Крупные, которые здоровые, крючки здоровенные. Я на них, конечно, насажу ершей. Найду я в какой садок ложил. О, глубина уже того мелкая, что... Блин, что садок не влезает уж туда. Ну ладно. Ну что, Туман, вот и есть улов у нас, первый улов. Вот такой вот ясь красавец. Прекрасно, здорово. Я рад. Буквально третья палка и уже есть улов. Пока выключаемся. Смотрим дальше. Ездек нас, конечно, обнадежил. Так, что у нас здесь? Здесь у нас, походу, ничего. Два дохлых ерша. Никто на них даже не позарился. Так, собаке это не даем, иначе он сожрет. Сварим ему потом вместе с кашей. Рыбу он у меня любит в любом виде. Сразу видно, рыбацкий пес. Но сырую я стараюсь не давать ему. Правда, бывало, он у меня пару раз воровал. Но периодически я ему даю таблетки от глистов. Надеюсь, он их не заработал. Все, насаживаем на мальков. В надежде на язя. Язь, крупный хариус. Да и не крупный, он средний возьмет этого малька. Так что уже будет надежда на следующей проверке, что здесь что-то будет. Я шевельнулся. А он, в принципе, и всю зиму потихоньку шевелился. То там. Один-два попадало. Язя чего-чего, а язя на Печоре хватает. Так, смотрим. Здесь у нас продольник. Опять же насаженный вроде бы на ершей. Да, я тогда все насаживал на ершей. Малявок не ставил. Натяжки не чувствую. Ёрш целый, ёрш живой. Налима нет, все. Пора налима прошла. Ёрш дохлый. Ёрш живой. А язь ерша не любит. Я вообще в шоке, как этот язь попался на ерша. Ёрш живой. Но как видим, все ерши живые. Налима здесь нет. А налима нет? Нет. Так что вот как-то вот так. Ёрш дохлый. И ёрш дохлый. И 7 крючков. Все ерши на месте. Налима нет. Так, мы, наверное, ершей поснимаем, поставим на мальков. Потому что нельзя весной рыбачить на ершей. Все равно ничего ты не поймаешь. Так. Решил насадить
на крайний крючок продольника вот этого вьюна. Так, друзья, не знаю, никогда на него не ловил, никогда я на него не насаживал. Кто знает, скажите, правильно я сделал или неправильно. Андрюха Новиков-то знает по-любому. Так, я даже понятия не имею, как его насаживать. Но по-любому, наверное, не чулком. Так же, как ерша, наверное, насажу сюда в спину его. Если что, пишите в комментариях, как правильно его насаживать. Я, честное слово, не имею понятия, как его... Блин, он такой скользкий. Как вообще вы его насаживаете? Блин, смотрел же, сколько роликов у Андрюхи. Никогда не обращал внимания. Крючок еще тупо головой. Так, шкуру пробили. Шкура толстая. Или крючок тупой. Так. Я, походу, ему позвоночник попал, что ли. Наверное. Так. Провел я под шкуркой у него. Кажется, я повредил у него позвоночник. Не знаю, надо вытаскивать жало, не надо. Выйдет, не выйдет. Ладно, вытащим. Вытащим жало тогда. Вот так вот. Мне кажется, если он возьмет, он возьмет. Пишите, правильно я насадил, неправильно. Не знаю. Глянем, что у нас тут попадет. А остальное насажу на мальков. Потом посмотрим, что попало. Так, друзья, я немного погорячился. То, что я пришел проверять раздетый. Поднялся небольшой ветерок и пошел дождь. Скажу вам, сегодня 13 марта. 13 марта. Второй день тепла. +1, мне кажется. Даже +2, может быть, уже так ощущается. Тепло-то тепло, но пошел дождь. Я, скорее всего, буду сырой. Но ничего страшного. Главное, чтобы сильный ветер не поднялся. И еще, сегодня 13 марта. Хочу поздравить с днем рождения двух близких и родных людей. Это родной брат Виталий. С днем рождения тебя. Счастья, здоровья, успехов всего. И Валера. Валера Варламов, племянник. Тоже с днем рождения. Всего тебе хорошего. Успехов во всем. Счастья, здоровья. Так что привет вам, мои дорогие. Ну а мы продолжаем проверку. Ролик этот выйдет по-любому сегодня. Сегодня вечером. То, что с опозданием выходит, выйдет еще с большим опозданием. Но с днем рождения, значит, с днем рождения. Я не могу же поздравлять с днем рождения, когда этот ролик выйдет там через неделю или через 2. Сегодня день рождения, сегодня выйдет ролик. Смотрим, что у нас на этой палке. А на этой палке ничего. Мне кто-то даже дергает. Хо-хо-хо. Вот такой вот налимяка. Кто сказал, что сезон налима кончился? Ничего он не кончился. Вот такой вот налимчик. Живехонький. И заглотил. Заглотил по самой никуда. Вон ёрш переваренный. Так, что у нас с тобой? А у нас с тобой никаких шансов. Кишки вышли у тебя уже. Так что пойдешь на жареху. Смысла тебя отпускать нету. Как-то вот так. Сюда мы поставим продольник сейчас на червей. Потом вечерком глянем. Здесь глубина более-менее. Так что вот как-то вот так. Смотрим дальше. Что у нас здесь? А здесь у нас глубина
Хорошая глубина, уже больше 2 метров. И даже что-то есть. Ёрш дохлый. Ничегошеньки нету. Убираем. Еще второй ёрш дохлый. Нет, он еще даже и живой. И третий ёрш дохлый. Лишний раз убеждаемся, что сезон налима прошел. Насаживаем на мальков. И сюда тоже, пожалуй, я поставлю один продольник на червей. Мы же хотели поставить 3 продольника. Хотя бы 3. Так, одного ерша на всякий случай я оставлю сюда, который живой, пусть пока болтается. А скидаю сюда продольник на червей. И на 2 крючка этих поставлю малявок, гальянчиков, то бишь. Пока выключаемся. Так, здесь у нас садок с ершами. Ерши все у нас живы-здоровы. Но они уже практически не нужны. Так, а что у нас на крючках? На крючках у нас пусто. Живой ерш и пустой крючок. Кто-то был, да сплыл. Насаживаем малька туда. Выключаемся пока. Так. Вот и у нас крайняя палочка. Проверенная и насаженная. Сколько? Я не знаю. Дней 10, наверное, назад. Смотрим. Глубины тут вообще нет. Тут я их оставляю в надежде на щуку. Тут на мелкоте бывают щуки. О! Щуки нет, но зато есть вон такой налимчик. О! Вот такой вот полкилошка. По-любому свежачок жареха сегодня у нас будет. Вот попал на какой крючок большой, здоровый. Нормально ты. Вон 2 ерша целых. Не совсем-то и закончен еще сезон налима. Нет-нет, добывает и попадает. Так, вот сюда. Если он не выскользнет отсюда, закинем его. Глубину-то, я говорю, вон тут лед заканчивается. Метр глубины подо льдом. Может, и того нет даже. А налимы плавают здесь. Ну все. Закончили мы нашу проверочку. Что у нас получается в улове? Вот такой вот язюка. Красавец. Вот такой вот. Где-то, блин. Вот такой вот налюка. И вот такой вот налюка. Вот такие 2 налимчика. Этот грамм на 300, наверное. Это на полкило. И язёк красавец. Вот такой у нас, друзья, улов на сегодня. Не зря тогда мы под холодным северным ветром сопли морозили. Ой, не зря. Я, в принципе, доволен. Идет сырой снег с дождем. Я уже промок. Опять же погорячился. Есть куртка я не одел, потому что вспотел, когда за малявками ходил, ветра не было. Но сейчас поднялся ветер и не очень-то и жарко получается. Сейчас сбегаю до машины, одену куртку и попробую отдолбить несколько палок, которые остались у меня с января месяца. Туман, ты доволен? Туманчик набегался вдоволь сегодня. Ну а пока выключаемся. Выключаемся, скажи, да, Туман? Выключаемся, скажи пока. Скажи, пока выключаемся. Туман, скажи, выключаемся пока. До встречи на реке. Все это вот так вот лучше. До встречи на реке. До свидания, друзья. Мы обязательно увидимся скоро.